Бисмилля, альхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Сегодня, иншаллах, у нас будет последняя лекция, потому что наступает месяц Рамадан, и, иншаллах, наверное, летом возьмем паузу, посмотрим, и уже с сентября начнем, иншаллах, возобновим, если Аллах пожелает, наши лекции по средам, иншаллах. Помните, наверное, хадис, его называем хадис Джибриль, когда Джибриль, алейхиссалям, пришел в облике мужчины, который был в белом одеянии, с черной бородой. Помните, нет хадис? Альхамдулилля, это очень такой полезный хадис. И помните, когда он подошел, он сел возле пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так, что их колени, их ноги, они были вместе, соприкасались, да? Вот это есть адаб, этикет получения знаний. Поэтому я почему это говорю? У меня одна половина здесь, возле батареи, которые все равно не работают, их мы уже давно отключили, а вторая половина здесь. У меня просто шея устает иногда. Поэтому по сунне надо сесть ближе. И теплее будет, иншаллах. Потому что это как раз вот Джибриль показал, чтобы был баракат, чтобы мы больше получили пользы. Да? Конечно, я не Джибриль, и вы не пророк Мухаммад, так ведь? Но это есть сунна, на которую указывает этот хадис. Джазакумуллаху хайр. И теплее будет, иншаллах. Это первое. Второе, альхамдулилля. Альхамдулилля, то, что мы собрались здесь, джазакумуллаху хайр, то, что пришли вы. Хочу вспомнить еще один хадис, который мы вспоминали, приводили, по-моему, во время последней лекции. Этот хадис в сборнике имам Муслим, Сахих Муслим, передает нам Муавия, радиаллаху анху, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в мечеть, он увидел сподвижников, которые собрались в одном месте и делали друг другу насихаты. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел их и спросил: «Ма'аджлисакум», то есть, что заставило вас собраться сюда, вот сидеть здесь, что вас заставляет, из-за чего вы собрались? И тогда сподвижники сказали: «Я Расуляллах, мы собрались только, чтобы поговорить об исламе, то есть о религии Всевышнего Аллаха и о том, что Всевышний вот облагодетельствовал над нами, что дал нам такое благо, что вот мы мусульмане». То есть вспомнить, что это вот милость Аллаха. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «А можете ли вы поклясться Аллахом, что вот другой причины какой-то не было, чтобы вы здесь собрались? Только из-за этого вы здесь собрались?» Ну, на что сподвижники ответили: «Валлахи, клянемся Аллахом, что мы собрались только ради этого. Только ради того, чтобы поговорить об исламе и о том, что вот как Аллах дал нам свое ни'ма, свое благо и сделал нас, машаллах, мусульманами». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поспешил их обрадовать и сказал: «Валлахи», то есть он тоже поклялся Аллахом: «Я клянусь Аллахом, я спросил у вас, попросил у вас, чтобы вы поклялись Аллахом не потому, что я подозревал вас в чем-то, да, а только потому, что ко мне пришел Джибриль, алейхиссалям, и сказал мне, что Аллах гордится, то есть Аллах Тааля гордится и называет ваши имена перед своими ангелами». То есть вот те, кто сидел там тогда и вспоминал ислам, говорил об исламе, и они собрались только ради этого, посланник Аллаха сказал, что Аллах послал мне Джибриль, алейхиссалям, с вестью, что Аллах называет ваши имена, с гордостью называет ваши имена перед своими ангелами. И вот, машаллах, когда Аллах вспоминает наши имена, да, и гордится нашими именами перед своими ангелами, это показывает милость Аллаха и то великое положение вот этих маджалису зикр, то есть вот этих собраний знаний. Поэтому надеемся,
Надеемся, что, основываясь на этот хадис, к нам Джибриль не придет, но основываясь на этот хадис, мы надеемся и верим в то, что Аллах сейчас, сегодня вспомнит наши имена с гордостью перед своими, иншаллах, ангелами. Мы восхваляем нашего Создателя за все его блага. Альхамдулилля, дорогие братья, сегодня немного уйдем от темы зикра, да, потому что остаются считанные дни, остается несколько дней до прихода великого гостя. Великого гостя, шахру Рамадан, месяц Рамадан, все больше и больше приближается, и его приближение, его наступление является очень значимым, великим событием в жизни каждого мусульманина, в жизни каждого верующего. И вот мы должны сегодня, накануне наступления этого месяца, мы должны задать себе вопрос, в каком состоянии находятся наши сердца, с какими чувствами, с какими мыслями, с какими намерениями мы встречаем этот месяц. Вот мой опыт показывает, к сожалению, иногда мне кажется, что когда говоришь некоторым людям месяц Рамадан, там ураза аякиля, да, у них появляются такие мысли, к сожалению. Вот Рамадан, да, что у них появляется? Рамадан, какие мысли? Вот нельзя кушать, нельзя пить, нельзя праздновать. Даже многие говорят, вот у меня юбилей попадает, 70-летие, вот я его не могу провести. Но, альхамдулилля, у него есть какое-то уважение к этому месяцу, поэтому мы подождем, наверное, пусть Рамадан уйдет, а потом попозже сделаем. Да? Вот, понимаете, то есть к сожалению, у многих людей вместо того, чтобы радоваться наступлению этого месяца, да, то есть у них какая-то тревога, у них какая-то грусть, какая-то печаль, да, и как будто вот этот священный, великий месяц Рамадан приходит в нашу жизнь, приходит к людям не для того, чтобы дать что-то, а чтобы забрать, лишить нас чего-то, да. И иногда люди ждут не наступления Рамадана, а его завершения. То есть что люди больше, чего люди больше ждут? Наступление месяца Рамадан. Да, машаллах, вот он придет скоро, месяц Рамадан. Или же, машаллах, скоро он уйдет, скоро закончится, да, вот потерпим 30 дней, да, а может еще, по милости Аллаха, 29 дней, да, и вот он уйдет, да, это состояние наших душ, это болезнь наших сердец. И это, Аллах сахласан, может быть признаком чего? Лицемерия. Если у мусульманина такое происходит здесь, в голове, в сердце, это признак лицемерия. Потому что даже если взять другие виды поклонений, возьмите намаз, молитву, да, который каждый день к нам приходит. Ученые, например, Ибн Каим, у него есть такая книга, «Тайны молитвы» называется, «Тайны молитвы». Он там сравнивает молитву, состояние человека во время молитвы, когда он входит в это поклонение, он сравнивает с оазисом пустыни. И он говорит, наша жизнь со всеми хлопотами этими, да, со всеми наслаждениями, с радостями, он сравнивает с пустыней, знойной пустыней, где нет ни воды, ни зелени, ни прохлады, да? А когда человек заходит в молитву, то есть он, получается, оставляет этот мир, и он заходит в молитву, он сравнивает с оазисом, где он находит прохладу для сердца, где он находит эту воду, которую он сколько искал, ждал. Он находит эту пищу, которая дает ему силу идти вперед по знойной пустыне. Да? И он сравнивает с оазисом. А там пустыня. А у лицемера все наоборот. То, где он живет, знойная пустыня, для него это оазис. Он наслаждается жизнью, ему там хорошо, потому что нефс
шахват, получает свои страсти, свою долю, ему хорошо. Но когда он оставляет вот эту жизнь и заходит в состояние молящегося, он уже как будто в пустыне оказывается. Потому что вот эти все его страсти, вот эти все его наслаждения остаются там и ждут его. И поэтому даже когда он находится в состоянии молитвы, он думает не о молитве, да? Он не чувствует, что он стоит перед Аллахом, слабый раб, перед всемогущим Создателем, да? Он не может погрузиться сердцем. Сердце, оно там еще, гонится за наслаждениями. Поэтому у лицемера все наоборот. Поэтому если верующий, сердце которого, машаллах, сердце озаренное верой, любовью к Аллаху, если он ждет наступления времени молитвы, да, ждет, то лицемер ждет завершения молитвы. И самое для него, самый лучший, любимый для него ракаат, это самый короткий ракаат. Да, и самый любимый намаз, это самый короткий для него намаз. Поэтому вот это, что касается молитвы, и здесь то же самое. Рамадан, пост, вот эти поклонения, да, вот это баракет этого месяца. К сожалению, многие в сердцах, они ждут не наступления этого времени благословенного, а завершения. Вот это большая проблема. Потому что действительно сердце, которое озарено верой в Аллаха, любовью к Аллаху, он любит этого гостя, потому что это гость от Аллаха. И он скучает по нему. Он скучает. Вот когда мы кого-то любим, да, когда мы сколько-то его не видим, да, мы начинаем что? Мы начинаем скучать по нему. Мы начинаем скучать по нему. Нам хочется увидеть его. Нам хочет... обычно вот наши дети, наши иногда у кого-то внуки, да, родные, там, жен мы любим наших, так ведь? Жены, иншаллах, надеемся, что нас любят и скучают, да? Вот когда мы долго не видимся, мы начинаем скучать. Мы начинаем, то есть даже не только сердце, да, наши глаза начинают скучать, хочется увидеть, да, наш слух, вот хочется услышать, да, там дочку, сына хочется услышать. Вот это обычная природа людей. И вот здесь то же самое. Если в твоем сердце любовь к Аллаху, да, у тебя должна быть любовь к этому месяцу, потому что это месяц Аллаха. И ты должен скучать по нему, ты должен ждать. Вот осталось 2 месяца, остался 1 месяц, осталось 10 дней, осталась неделя, осталось 5 дней. Машаллах, машаллах. И оно все больше, вот это сердце, оно все больше и больше начинает волноваться, чувствуя приближение этого великого гостя. И сердце верующего начинает, альхамдулилля, переполнять чувство радости и благодарности Аллаху, когда все-таки наступает этот месяц Рамадан. И вот мы должны понять сердцем, что Рамадан – это подарок. Это ни'ма, это великое благо от Всевышнего своим рабам. И он приходит на нашу землю, он приходит в наши города, в наши села, в наши дома и прежде всего в наши сердца, да, не лишать нас чего-то. Вот приду-ка я, сейчас лишу их, пускай ходят голодные, да, лишу их я воды, еды, сна, удовлетворения своих страстей, да. Нет. Гость приходит, чтобы оставить нам что-то, чтобы мы приобрели что-то. И верующие сердца, они должны спешить открыть перед этим гостем врата своих домов, сердец, чтобы он зашел и оставил вот этот баракет, вот те подарки, которые Аллах обещал нам через эти благословенные дни и, очень важно, благословенные ночи, иншаллах. И вот как приходит в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он собирал возле себя своих любимых сподвижников и радовал их великой вестью о приближении месяца Рамадан. Он говорил: «Кад джаакум Рамадан». Пришел к вам Рамадан. Вот, пришел он к вам, Рамадан. То есть он радовал их. Шахрун мубаракун. И он начал описывать этот месяц. Это благословенный месяц. То есть благословение, это баракат. В этом месяце от начала до конца
В каждом часе, в каждом дне, в каждой ночи, в каждом часе, в каждой минуте благословение, баракат. Ифтарадаллаху алейкум сияма. И Всевышний вменил вам в обязанность, сделал фарзом для вас посты этого месяца. Особенность этого месяца, Аллах сделал пост ураза в этот месяц фарзом для нас. Фарзом, обязанностью. Туфтаху фихи абуабуль джанна. И в этот месяц открываются врата рая. Как будто эти врата открываются перед нами и говорят: мы ждем вас. И в другом хадисе говорится, что каждый день в этот месяц рай красится. То есть Аллах Тааля приказывает раю, чтобы вот как женщина украшается, красится перед приходом мужа, перед возвращением мужа, да, вот так же рай, он красится, он становится краше, он становится лучше перед приходом, перед возвращением постящихся, верующих мусульман и мусульманы. И вот туфтаху фихи абуабуль джанна. В этот месяц открываются врата рая. Ва туглаку фихи абуабуль джахим. И закрываются, если врата рая открываются, призывая нас к себе, то закрываются врата ада. Аллах Тааля закрывает в этот месяц врата ада. Ва тугаллу фихи шаятин. И Аллах связывает в оковы в этот месяц кого? Шайтанов, которые наущают нас, чтобы мы не подчинились Всевышнему Аллаху, чтобы мы пошли против Него. Нет, в этот месяц они что? Они ограничены все. Аллах связывает их, сковывает их в оковы. Фиги лейлятун. И в этот месяц есть такая ночь. Лейлятун. Хайрун мин альфи шахр. Вот эта ночь, она лучше, чем 1000 месяцев. То есть, если Аллах одарит нас ночными выстаиваниями, молитвами, поминаниями Аллаха, поклонениями в эту ночь, то это лучше для нас, чем поклоняться 1000 месяцев. То есть, речь идет о лейлятуль кадр, ночь предопределения, ночь могущества. И в завершение посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман хурима хайраха». И кто лишится пользы, блага этого месяца, «Када хурима», он окажется лишенным. То есть человек, который не извлечет пользу, благо, не получит благо от этого месяца, да, то этот человек, он лишенный. То есть он не получит блага ни от чего. Никогда. «Ман хурима», то есть это страшные слова. «Ман хурима хайраха», кто лишится блага, пользы этого месяца, этот человек лишится всего. То есть, если он недостоин получить баракат, благо этого месяца, то, получается, он недостоин получить какое-либо благо. То есть, это лишенный человек. И вот, давайте вернемся к началу этих слов. «Кад джаакум Рамадан». Пришел к вам месяц Рамадан. Вот это радостная весть. И это было неким поздравлением от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что вот Рамазан пришел, и вы находитесь в здравии. Альхамдулилля. Вы свободны от болезней, от недугов, которые помешали бы вам извлекать пользу этого месяца. Потому что даже если вспомнить прошлый Рамадан, может быть, за год у кого-то ухудшилось здоровье. Может быть, еще только в том году у кого-то была возможность выстаивать ночные молитвы, саляту таравих, да, киямуль лейль. У кого-то, может быть, еще только в том году была возможность поститься, а в этом году он лишен этого. Но если мы и в этом году, альхамдулилля, во здравии, и Аллах смилостивился над нами, и в этом году Аллах дал нам возможность поститься и выстаивать молитвы, это радость. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он радовал: пришел к вам Рамадан, и вы во здравии, вы все живы, здоровы, а кто-то не дожил до этого Рамадана. Он с нами был в прошлом Рамадане, с нами постился, машаллах, с нами выстаивал намазы, с нами вместе искал ночь предопределения, но
течение года ангел смерти пришел к нему и забрал его душу. И он лишен постов этого Рамадана. Все, он лишен, потому что он там, в могиле. И в этом году он не сможет с нами поститься. И в этом году он не сможет с нами выстаивать ночные молитвы. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он радовал своих сподвижников. Вы живы, здоровы, альхамдулилля. И вы пребываете в мире, в безопасности, то есть нет войны, потому что если была бы какая-то война, были бы какие-то жизненные проблемы, был бы голод, то мало кто думал бы вот о посте, мало кто думал бы о ночных молитвах, о чтении Корана в этот месяц. Поэтому вопрос мира, спокойствия – это очень важный поклонение. И, альхамдулилля, вы все верующие, вы все мусульмане. Потому что человек, если не будет в исламе, не будет мусульманином, мусульманкой, то от наступления этого священного месяца Рамадан для него какой-то пользы не будет. Так ведь? Поэтому пришел к вам, кад джаакум Рамадан, пришел к вам месяц Рамадан. И это великая пора, это сезон, чтобы повернуться к Аллаху. Это как раз пришло то время, чтобы мы все повернулись к Аллаху с лицом. И чтобы мы начали рассчитывать себя, как еще Умар ибн Хаттаб говорил, рассчитайте себя, пока вас не рассчитали. Взвесьте себя, пока вас не поставили на чашу весов. То есть мы должны сделать хисаб своим деяниям, своему иману, своим грехам. Так ведь? То есть рассчитывайте себя. Это как раз вот пришло время, чтобы обновить покорность своему Господу и чтобы отдалиться от запретных деяний. «Кад джаакум Рамадан». Пришел к вам месяц Рамадан. И вот это обращение пророка, саллаллаху алейхи салям, хотя это было обращение с подвижником, но это обращение не только им, всей умме. Хотя мы не слышим голос пророка, да, но это слова пророка. Это слова пророка, которые довели до нас наши ученые в своих сборниках хадисов, да, и поэтому мы должны слышать это как обращение напрямую, прямое обращение нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нам. И вот это обращение, оно должно заставлять сердца верующих проснуться. Потому что жизнь вот эта, да, вот эта суета жизненная, которая втягивает нас, потому что у каждого есть проблемы, у каждого есть семья, у каждого есть быт, да, вот это все тянет нас куда? В бездну беспечности, гафля. И вот, альхамдулилля, пришло время проснуться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: просыпайтесь, мусульмане. «Кад джаакум Рамадан». Пришел гость, Рамадан, где вы? Кто встречает его? С чем вы его встречаете? Да? Заставляет почувствовать ценность этого месяца и спешить готовиться к приему великого гостя, и чтобы оказать ему наилучший прием. И Рамадан является великим гостем в душе каждого верующего. И вот если представить какого-то великодушного, воспитанного, благонравного, щедрого гостя, щедрого хозяина, человека, да, которому вот-вот придет гость, которого он очень любит, которого он очень уважает, которого он ждал долго, скучал по нему. Вот представьте себе, да, человек щедрый, богатый, у него есть возможность встретить этого гостя, да, и этот гость, он долго ждал его. Как он его встретит? Он его встретит, во-первых, с чистым сердцем, с радостью встретит. Так ведь? Он приготовит для него все, что у него есть. Так ведь? И это будет действительно для него очень ценным гостем. И вот какой он прием ему окажет? И вот слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кад джаакум Рамадан», пришел к вам, стучится к вам месяц Рамадан, призывает нас оказать самый наилучший прием этому гостю. И чтобы оказать лучший прием гостю, да, не надо ждать последних мгновений. Если нам кто-нибудь позвонит или скажет, что вот этот гость скоро придет, да, мы начнем готовиться. Жены начнут там готовить еду, начинаем убираться дома. Так ведь, то есть мы, нужно отменить какие-то встречи у тебя были, какие-то поездки, потому что у тебя скоро будет. Ты кому-то звонишь, с кем-то договариваешь, скажешь: вот у меня гость, извините, я не смогу. Да? То есть человек должен заранее готовиться. И к приходу
великого гостя Рамадану, конечно, человек должен заранее готовиться. Он должен заранее готовиться. И да, он должен что-то и отменить, какие-то поездки, может быть, какие-то важные работы, потому что он понимает, что если он займется этой работой, каким-то проектом, то этот проект займет у него очень много времени, внимания, сил, отнимет, и он не сможет достойным образом заниматься своим гостем. Поэтому надо заранее готовиться. И еще тот момент не надо забывать, что вот этот гость, он приходит иногда быстро. Да? Вот когда только еще говорили, что 2 месяца осталось, там месяц остался. Вот Шахбан пришел, давайте поститесь. Все, уже Шахбан уходит. То есть гость приходит быстро и уходит незаметно. Вот осталось несколько дней. И придет день, когда мы скажем, вот осталось там неделя, 3 дня осталось до праздника. Ай, то есть все, Рамазан уходит быстро. Уходит. И многие даже замечают, что пришел Рамазан. Вот мы, мусульмане, иногда только последние 10 дней, последнюю 27-ю ночь, иногда только чувствуем, что, оказывается, месяц уходит. Все, он уходит. Поэтому он как приходит быстро, так и уходит незаметно. Поэтому, дорогие братья, этот хадис, вот это обращение «Хададжаакум Рамадан», пришел к вам месяц Рамадан, призывает нас, пророк говорит, встречайте гостя, готовьте свои сердца, свои тела, чтобы совершать в этот месяц великие дела, великие поклонения, которые, иншаллах, обрадуют нас в день, когда мы предстанем перед Аллахом. Когда мы предстанем перед Аллахом, когда ни наши дирхамы, динары, ни наше золото, серебро, ни наше имущество не могут нам помочь, ни наше потомство не сможет нам помочь. Вот в этот день обрадуют нас только вот эти дела. Поэтому мы должны готовиться к совершению этих дел. И вот вопрос, почему? Многие об этом знают. Многие об этом знают, что праведные предшественники, они за несколько месяцев, за 6 месяцев, за полгода до наступления Рамадана, они начали уже обращаться к Аллаху и просить, чтобы Аллах дал им возможность встретить дожить до этого месяца. Встретить этот месяц. Они говорят, там есть Аллахума баллигна Рамадан. О Аллах, сделай так, чтобы мы достигли Рамадана. Ва баллиг Рамадана ляна, чтобы Рамадан дошел до нас. То есть они просили за 6 месяцев, за несколько месяцев. Да? Почему? Потому что они понимали ценность Рамадана. Вот вопрос. Осталось не 6 месяцев, а сколько-то дней до наступления Рамадана. Вопрос. Можете не отвечать, дорогие братья. Чтобы рия не было, кто уже начал просить, и чтобы стыдно не было, да, перед всеми. Вот сколько раз вы просили у Аллаха вот эту дуа? О Аллах, дай мне возможность дожить до Рамадана. Кто вот сколько раз? Ну спросите себя. Это я себя спрашиваю. А вы себя спросите. Вот сколько? Вот если сподвижники, табиғины, ученые за полгода уже просили: о Аллах, дай нам дожить до Рамадана. Дай нам Рамадан этого года. Дай нам посты этого Рамадана, ночные выстаивания, молитвы этого Рамадана, чтение Корана в этот месяц. Вот сколько раз обращался к Аллаху с этими мольбами. Вот это показывает состояние наших сердец. Они просили, потому что они понимали ценность этого месяца. И они понимали важность каждого Рамадана в жизни человека. Потому что кому-то Аллах в жизни даст прожить 20 Рамаданов, кому-то 10. Кто-то жил много Рамаданов, но он не был в исламе. Кто-то себя считал мусульманином, но он не совершал молитву, он не постился, и он не понимал смысл этого месяца. Поэтому для него не будет никакой пользы от того, что он там прожил 20 Рамаданов. Да? А кто-то, машаллах, встал на намаз и прожил 5 Рамаданов. Вот каждый Рамадан, когда мы встанем перед Аллахом в судный день, каждый Рамадан будет иметь огромную значимость в решении нашей дальнейшей судьбы. Если у кого-то, у мусульманина, у мусульманки окажется на чаше весов хотя бы на 1 Рамадан больше, это будет огромное счастье, огромная радость. И как в хадисе, я не хотел приводить этот хадис сегодня, поэтому не скажу, кто там передатчик этого хадиса, но
есть история про сподвижников. Были два сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да, сподвижники это самые лучшие. Так ведь но один из них был лучше другого. И в поклонении, и в усердии на пути Аллаха. И все видели, что этот лучше, чем тот. И так получилось, что один из них, наверное, и тут проявил больше усердия, больше рвения. Он пал шахидом во время джихада. Во время войны он пал шахидом. А другой во здравии вернулся домой и прожил еще 1 год. Прожил еще 1 год после него и умер. Получается, этот умер во время джихада, во время войны, а второй умер у себя дома, во здравии, да, но через год. И через некоторое время один из подвижников увидел сон. Увидел сон. И оба они стоят перед вратами рая и ждут войти в рай. Машаллах, это милость Аллаха. Так ведь? И выходит ангел из стражи, из числа стражи рая. И этот, сподвижник, который видит сон, он подумал, что сейчас ангел позовет первого, которого все знали более усердным, старательным на пути Аллаха, который работал больше на пути Аллаха, и еще он погиб на пути Аллаха. Так ведь? Он посмотрел на них и позвал первым не этого, а второго, которого все знали менее усердным на пути Аллаха, и который не погиб на пути Аллаха, а умер у себя, спокойной жизнью жил. И он сначала позвал его. Потом через некоторое время вышел и позвал этого первого. Когда он проснулся, он рассказал это другим сподвижникам. И все удивились. Никто этого не понял. Ну как так? Ну как? Вот все знали, что этот больше работал, больше старался, еще погиб на пути Аллаха. Но, альхамдулилля, среди них был кто? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И они пошли к пророку. И они рассказали об этом. И на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил как? А что в этом для вас непонятно? Удивительно. И он спросил у него, а разве тот второй не прожил на столько-то, столько-то больше первого? То есть он жил на год больше первого. Сподвижник сказал, да. А разве за это время, которое он жил больше него, он не совершил на столько-то, столько-то молитв больше? Если 360 дней в году, то это надо умножить на 5 молитв в день. Так ведь? То есть получается, на чаше его весов, иншаллах, мы найдем на сколько тысяч молитв больше. И эти молитвы, после этих молитв, разве он не восхвалял Аллаха на столько-то, столько-то больше? Если после каждого намаза он говорил Субханаллах 33 раза, Субханаллах, Альхамдулилля 33, Аллаху Акбар 33 раза. Разве он этого не делал? Да, он это делал. А разве он не прожил на 1 Рамазан больше? Разве он не постился на 30 или 20 дней больше в месяц Рамадан? Да, я Расулаллах. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, разница между ними больше, чем разница между небом и землей. За то, что Аллах дал ему жизнь больше на год, вот это вот за год, да, разделило между ними, да, между их состояниями, на расстоянии больше, чем небо и земля. Поэтому каждый день, который проживет мусульманин, будучи верующим в поклонении, если даже 1 день, это великое благо. Это великое благо. Это причина того, чтобы каждый день, причина того, чтобы выстаивать 5 намазов. Это столько зикров, столько восхвалений. Машаллах. Поэтому, альхамдулилля, поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ла ятаманну ахадукум аль-маут». Пусть никто из вас не надеется, то есть не просит у Аллаха смерти. Мусульманин не должен просить смерти, потому что каждый день, каждую ночь, каждый год лишний в жизни – это причина совершать благие дела. И каждый Рамадан, машаллах, если Аллах тебе дал на 1 Рамадан больше, чем твоему брату, это милость Аллаха. И мы должны ценить это и должны благодарить Аллаха за это. «Уля шакартум», Аллах сказал, если вы будете благодарными, ля азиданнакум, я непременно добавлю вам. То есть, если мы будем даже за этот Рамадан понимать, что это милость Аллаха, да, и благодарить Аллаха за это, иншаллах, Аллах даст нам баракат от этого месяца, именно вот от Рамазана этого года.
Поэтому еще раз спрашиваю, чтобы вы спросили себя, кто сколько раз делал дуга, чтобы Аллах одарил его Рамаданом этого года. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывая этот месяц, он начал со слов «Шахрун мубаракун». Это благословенный месяц. То есть в этом месяце баракет. Баракет. Это то, чего нам не хватает в жизни. С первой минуты наступления этого месяца и до его последней минуты, каждый час, каждое мгновение Рамадана благословенно. В этом есть баракат. В этом есть баракат. И двери рая в этот месяц открыты. И двери ада закрыты. И чтобы мы больше совершали в этот месяц благих дел, Аллах заковал наших врагов. То есть шайтан, который делает все, чтобы мы меньше поклонялись Аллаху. Шайтан, который делает все, чтобы наущать нам только греховные дела, только призывать нас к греховным делам. Аллах оставил их слабыми. Они бессильны в этот месяц. И это дает нам возможность, альхамдулилля, совершать больше дел. И такого бараката в других месяцах нет. Это только месяц Рамадан. И я возвращаюсь к тому, с чего начал, да? Каково состояние наших сердец. С какими мыслями, с какими чувствами, в каком состоянии мы встречаем этот месяц. Мы должны радоваться, что Аллах дал нам возможность еще раз в жизни, а может быть это последний раз, потому что ни у кого, наверное, нет в карманах гарантий. Никому там не передавали ангелы гарантийное письмо, что мы доживем до следующего Рамадана. Поэтому мы должны радоваться и встретить этот Рамадан, как будто он последний в нашей жизни. Это как молитва, как в хадисе говорится, совершай молитву, как будто она самая последняя в твоей жизни. Вот мы должны встретить этот пост, месяц Рамадан, как самый последний в нашей жизни. И вот это подарок. И самый первый подарок, с которым приходит месяц Рамадан, это пост. И особенность, и самое основное поклонение месяца Рамадан, дорогие братья, это обязательный пост. Да, есть пост понедельник, четверг, Арафа, Ашура, так ведь 13, 14, 15 дни, но это все добровольные посты, это все дополнительные посты, но здесь речь идет о фарзах. И фарз мы не можем ставить на одну чашу с дополнительными видами поклонения. Поэтому фарз ураза. Как Всевышний сказал, «Фаман шахида минкуму шахра», и кто увидел из вас месяц, то есть рождение месяца, фальясум. Если вы увидели месяц Рамадан, то поститесь. Все. Это для нас фарз. Суратуль Бакара. И Всевышний говорит, Суратуль Бакара, 183 аяте, он обращается к верующим, «Я юхалладина аману», о те, которые уверовали, «Кутиба алейкумус сиям». То есть предписан был вам пост, то есть Аллах сделал вам пост обязательным, для вас пост обязательным, «Кама кутиба алялладина мин кабликум», так же, как он был предписан был тем, которые были до вас. То есть, что касается поста, и что касается других многих видов поклонений, как закат, основных видов, да, это пятикратная молитва, мы знаем, что не мы первые в этом. Те уммы, те общины, те народы, которые жили до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они также постились, они также молились. Поэтому, когда кому-то станет тяжело во время поста, на 12 часу поста, да, когда там останется 2-3 часа, вы вспомните, что, как говорят же, не вы первые, не вы последние. Альхамдулилля, люди веками, тысячелетиями с Адама, алейхиссалям, они постились. И верующие всегда постились. Верующие всегда поклонялись Аллаху. Поэтому не ты первый, не ты последний. Поэтому Аллах говорит, Он был предписан вам так же, как был предписан тем, которые были до вас. «Ля'аллякум таттакун». Если вы будете поститься, может быть, вот это результат. «Ля'аллякум таттакун», может быть, вы
будете богобоязненными. Сурат Аль-Бакара, 183 аят. Альхамдулилля. Аллах дал нам возможность, дал нам вот это счастье, радость поститься. И обещал за пост отдельную награду. Вот говорят же сейчас, для вас отдельная у нас программа готова. Да, вот сейчас эти там супермаркеты, там автосалоны, например, там мы вам предлагаем отдельную скидку. Вот вам только вам, да, как будто вот только ты и все, больше никому, да. Вот альхамдулилля, за этот вид поклонения, за пост, Аллах дает нам специальную награду. Если в основе награду мы получаем по какому принципу? От 10 до 600, так ведь? То есть, когда человек совершает какое-либо благодеяние, он получит за это, как будто он совершил 10 благодеяний, то есть 10 наград, и в зависимости от его усердия, от его искренности, он может получить до 600 раз. То есть Аллах может увеличить его дело до 600 раз. Но вот этот лимит, можно сказать, да, установленный по отношению к благим делам, он не действует на пост. То есть, получается, пост, он не ограничивается этим лимитом. И, как передает Абу Хурайра, радийаллаху анху, этот хадис в сборниках имам Аль-Бухари и Муслим, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: каждое благодеяние сына Адама для него. То есть он совершает это и получает за это награду. И каждый раб получает за это награду, начиная от 10 и заканчивая до не 600, а 700 раз. Я ошибся, 700 раз, да? И Всевышний говорит: илля саум, кроме поста. То есть от 10 до 700 раз это касается всех дел, кроме поста. Кроме поста. Почему? Всевышний говорит: воистину, я ва ана аджзибихи, ас-сауму ли ва ана аджзибихи. То есть пост принадлежит мне, и я сам даю награду за него. Я сам. Потому что раб мой оставил свою страсть, оставил еду и питье ради меня. И только я буду награждать его. Вот пост, ученые говорят, это тот вид поклонения, где очень тяжело впасть в рия, в показуху. То есть вот любое дело, да, когда ты садака даешь, очень многие впадают, к сожалению, в показуху. То есть они дают садака не ради довольства Аллаха, а ради того, чтобы кто-то там похвалил его, кто-то написал о нем, кто-то говорил о нем. Так ведь? То есть здесь очень легко попасть в эту беду. Кто мечеть строит, да, там говорят: вот у меня там такое условие, ты там мое имя должен, или моего деда имя должен ставить, или там ты должен написать про меня, там фильм снять про меня, чтобы все видели, да. То есть вот так шайтан похищает наши благодеяния. Да, а что касается поста, вот что там показать? Чем похвалиться? Да, ты же не можешь там ходить с плакатом: у меня пост, я не кушаю, я не это, да. То есть смысл поста заключается не в совершении какого-то дела. Вот мечеть надо построить, садака надо дать, намаз надо прочитать, сделать, да? А здесь наоборот. Мы оставляем то, что мы делаем. То есть то, что ты голодный, ну, иногда чувствуется, конечно, по человеку, что он не кушал, да? Но этим не будешь ходить по городу и хвастаться. А я вот голодный, а у меня вот пост. Так ведь? Поэтому, альхамдулилля, человек оставляет еду и питье, и свою страсть ради Аллаха, и Аллах награждает его. И в завершение хадиса посланник Аллаха сказал: «Лиссаими фурхатан», то есть у постящегося есть две радости. Первое – это во время разговения, и второе – «анда ликаи раббихи», когда он предстанет перед Аллахом, встретится с Аллахом. Этот хадис сборника имама Аль-Бухари и Муслима. Вот лимит от 10 до 700 никак не касается этого вида поклонения, поста. И в чем смысл? Вот здесь мы возвращаемся к терпению. Терпение. Аллах говорит: «Иннама», это сурату Зумара, 10 аят, «Иннама юаффа сабируна аджрахум бигайри хисаб». Аллах говорит, только ограничивает,
только терпеливые получат награду бигойри хисяб, без какого-либо расчета. То есть здесь нет никакого лимита. Никак не ограничивается 700, 800. Аллах вот сколько захочет, столько и даст. И терпение, как раз вот это есть основа поста. Основа поста. Вот я иногда спрашиваю наших бабушек, они же у нас самые-самые, машаллах, сильные, искренние, да, во время поста. Ну, пожилым людям, наверное, все-таки сложнее поститься, так ведь? Особенно летом. Я вот очень часто спрашиваю у бабушек, дедушек, ну как вот, тяжело, нет? Иногда, ну, дедушки говорят, да, тяжело, а бабушки говорят, нет, не тяжело, все нормально, хазрат, не переживай, все. Я вот как-то спросил у бабушек здесь, которые на урок ходят, я говорю, ну как, легко вам или тяжело? Тяжело, наверное. Нет, хазрат, легко. Легко поститься, Аллах дает облегчение, никто не сомневается. Но я им задал второй вопрос. Если вот так легко, почему вы каждый день не поститесь? Да поститесь круглый год. Посланник Аллаха ﷺ сказал, самый лучший вид поста после Рамадана – это пост Дауда. Так ведь? Он один день постился, другой день разговлялся. То есть я бабушкам говорю, а почему вы через день не поститесь? Да не то, что через день, даже понедельник, четверг многие не постятся. Тяжело поститься, тяжело, надо признать это. А почему тяжело? Почему вот тяжело? Особенно летом. Почему тяжело поститься? Ведь во время поста ничего особенного делать не надо. Вот возвращаемся к молитве. Нужно тахарат брать. Нужно в мечеть идти, если джамагатом хочешь, да? Нужно, в конце концов, встать. Нужно прогнуться, где-то падать вниз. Надо что-то делать. Если взять то же самое садака, нужно вытащить деньги, отдать. Если кому-то хочешь помочь физически, надо что-то сделать. Там в руки лопату надо взять, еще что-то, да? То есть нужно потратить силы. А во время поста абсолютно ничего делать не надо. Не надо что-то строить, не надо что-то делать. Так ведь? Наоборот, смысл поста – нужно не делать то, что ты обычно привык делать. Наоборот, не надо кушать, даже жевать не надо, даже глотать не надо. Вот как легко, да? А почему тяжело дается это? Потому что здесь идет конфликт. Конфликт с нафсом. Есть у нас нафс. Нафс Аллах запрограммировал так, что он что-то хочет делать, а что-то он не хочет делать. Нафс, он хочет всегда принимать пищу. Он хочет есть и пить. И удовлетворять свою страсть. Так ведь? И вот здесь, получается, мы лишаем его любимого занятия. Мы лишаем его. Нафс говорит, ты должен кушать. Я хочу кушать. А Аллах говорит, «Фаман шахида минкуму шахра фальясум». То есть, кто из вас увидел месяц, Рамадан, все, поститесь, оставьте еду и питье. Аллах говорит так, а нафс говорит так. И вот здесь возникает конфликт. У кого вера и богобоязненность в сердце, они выбирают что? Они выбирают Аллаха. И они рабы Аллаха. А у кого страсть, нафс сильнее, чем его иман, чем его богобоязненность, они выбирают рабство перед нафсом. Поэтому нелегко поститься, потому что здесь идет конфликт. И поэтому постящихся не так много, особенно летом. И поэтому Аллах сам за то, что мы ради Него только оставляем еду и питье, и страсть, Аллах сам награждает нас, иншаллах. И у постящегося две радости, вот хочу об этом немного только поговорить. Первое – это айн-де-фатры, то есть первое во время разговения. Во время разговения. Любой вид поклонения, дорогие братья, любой вид поклонения, любой вид благодеяния, так же, как и любой вид злодеяния, любой вид греха, имеет плоды как в этой жизни, так и последующей. Если вам кто-то скажет, что за грехи человек получит только там, да, в судный день, а в этой жизни он ничего не получит, он ошибается. Потому что печальные плоды, они будут и здесь, и в той жизни. И также за любой вид поклонения, за любой вид благого дела, альхамдулилля, человек получит пользу как в этой жизни, так и последующей. Поэтому
если взять пользу, радость, одну из радостей поста в этой жизни, то вот эта радость, которую мы испытываем во время разговения. Во время разговения, вот это мгновение, да, потому что вот очень часто, когда замечаешь это, да, даже вот первый финик, да, первый финик, который вот мы принимаем это, да, азан, машаллах, да, и вот первые глотки, первый вкус, да, вот уже смотришь, все там, у всех настроение поднимается, там все радуются, да, машаллах, там этот брат увидел, полчаса еще не видел его, да, назад там, да, машаллах. Вот это просто надо наблюдать за этим, и это только увидит тот, кто это испытывает, так ведь сам. То есть, машаллах, вот первый, от финика там мужчина не насытится, да, но настроение поднимается сразу. Вот это же баракат от Аллаха. Первый глоток воды, он такой вкусный оказывается, да. Вот, альхамдулилля, милость Аллаха, да, Аллах дает нам дары. Мы получаем их постоянно, и наше тело, наш организм и наше сердце, наш нефс привыкает к этому. И мы перестаем ценить это. Мы думаем, что вот это, да, так и должно быть. Так и должно быть, да. Мы привыкаем, что жены нам готовят. Жены привыкают, что мы там деньги зарабатываем, да. То есть мы перестаем ценить это, мы перестаем благодарить за это. Так ведь? Потому что мы каждый раз так видим и думаем, что вот так и положено. Да? Здесь то же самое. Каждый день мы получаем еду. Каждый день мы получаем питье. Альхамдулилля, голода нет. Альхамдулилля, такой нужды нет у нас. Так ведь? Все хорошо, все идет. И мы перестаем ценить вот эту воду, вкус воды. Мы перестаем ценить вкус еды. Так ведь? Это проблема. И когда Аллах, альхамдулилля, иногда Аллах лишает нас от этих благ. Вот у тебя здоровье было каждый день, и на какое-то время Аллах лишил тебя здоровья. И когда Аллах дал тебе исцеление, машаллах, ты радуешься, что оказывается то, что у тебя ничего не болит, это уже богатство, это уже радость оказывается. У тебя там немного денег, да, но долгов нет. Ты там жалуешься, ну вот Аллах дал тебе долги, да, тебе так плохо стало, да, оказывается, вчера ты без долгов еще был, хотя тяжело было, да, а потом ты долги заплатил, да, может быть, у тебя не так много денег, но у тебя нет долгов, оказывается, это радость, машаллах, да, вот поэтому Аллах лишает нас иногда. Даже вот когда мы куда-то уезжаем, мы привыкли видеть ближе семью, да, каждый день, а вот так день, два, неделю не видим, оказывается, вот начинаешь их ценить, а когда их видишь, там, обнимаешь, радуешься, да, то же самое дома, вот. Например, дети каждый день играют с игрушками, они им надоедают. Иногда мудрые мамы, они не каждый день покупают им игрушки, да? Они просто берут эти игрушки и куда-то прячут. Через неделю, через месяц, через 10 дней они им снова дают, и дети как будто первый раз видят это там. Они начинают радоваться, играть. Вот здесь то же самое. Аллах иногда лишает нас каких-то благ, чтобы мы начинали ценить эти блага. Чтобы вот это начало радовать нас, так же, как радовало первый раз. И вот здесь Аллах просто закрывает перед нами врата еды и питья и удовлетворения страстей. Не намного, ненадолго. Там 10, 12, 15, 7, ну летом 17 часов, да? Альхамдулилля. Аллах лишает нас. Он говорит, все, там блинды, зарей, все утренний намаз, сухур прошел, все, тебе харам кушать и пить. Альхамдулилля, мы ждем, пока солнце уйдет, и снова халяль. Оказывается, так все хорошо, оказывается, так все вкусно. И вода с хлоркой такая вкусная, машаллах, да? Вот поэтому, альхамдулилля, мы радуемся. И даже то, что человек ждет, да, заката солнца, захода солнца, он ждет. Для чего он ждет это? А? Да, и ахшам надо почитать еще, да, но он ждет это, чтобы вернуться к еде, чтобы удовлетворить свою страсть. И в этом есть благо. Есть хадис, так ведь? Есть хадис, моя умма не перестанет быть в благом, да, пока не будет делать отсрочку своим сухурам, не будут откладывать сухур до последнего времени, да, и не будут спешить с ифтаром. Так ведь хадис есть. Что это значит? Если, например, сухур можно принимать до 2 часов, не надо геройствовать. Там я до 12 приму, все, я на 2 часа больше. В этом нет блага. Если ты можешь, вот
вот отсрочить до последних моментов, да, это самое лучшее. А что касается ифтара, то нельзя говорить, например, там, через 5 минут вы кушаете, а я еще час потерплю. В этом нет блага, это не есть сунна пророка. Да? Надо ждать первых мгновений, даже не надо ждать завершения азана. Многие там говорят, нельзя, надо сейчас азан, потом дуа, а потом. Нет, сахабы, они сразу, как солнце садилось, слышали азан, бисмилля, они сразу возглавлялись. В этом благо. То есть нужно ждать, с нетерпением ждать. Когда Аллах откроет двери, снова откроет, да, и мы, альхамдулилля, снова насладимся едой и питьем. Это милость Аллаха. И так же, как мы поклоняемся днем, воздерживаясь от еды и питья, вечером мы поклоняемся Аллаху, насыщая нас халяльным и благодарим Аллаха. И так же, как Аллах днем доволен нашими постами, Аллах доволен нашими ифтарами вечером. Альхамдулилля. Поэтому в этом есть поклонение, в этом есть сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А что касается радости, которую мы, иншаллах, пусть Аллах даст нам возможность увидеть, испытать, когда мы предстанем перед Аллахом, в сборниках имама Бухари и Муслима приводится хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине у рая есть дверь, которая называется Ар-Райян. И в судный день пройдут в рай через эту дверь только постящиеся. И никто, кроме постящихся, не сможет пройти в рай через эту дверь. И Аллах и спросит у людей, где айна саимун, где те, которые постились. И тогда люди, которые совершали этот вид поклонения, постящиеся, встанут. И когда они войдут в рай через эти двери закроются. То есть двери Ар-Райян закроются. И через эти двери в рай никто не сможет зайти. И поэтому пост в месяц Рамадан, достоинств этого поста, наград за этот пост очень много. Об этом говорить сегодня мы не успеем. Иншаллах, мы еще будем говорить это и на джумга, и во время Рамадана будем, во время уроков. Но вот хочу только один хадис привести, да, в сборниках. Этот хадис, сборник имама Тирмизи. И вот этот хадис доказывает нам то, что достоинств, да, наград за этот вид поклонения очень много. Где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто без причины пропустит один день поста в месяц Рамадан, да, то есть он будет есть днем один поста без причины, да, он не сможет вернуть награду, даже если будет вечно поститься вечность. То есть, да, мы знаем по фикху, если оставил там каза, есть кафара 60 дней, да, но это чтобы снять с себя грех, да, пусть Аллах простит. Но награду, которую ты упустил, ты уже не вернешь. Поэтому пусть Аллах даст нам возможность, иншаллах, поститься в дни Рамадана и выстаивать ночные молитвы в ночи Рамадана. И самое последнее, чем я завершу сегодняшний урок, это понимание смысла поста. Потому что очень важно работать нам не только над количеством, да, поста, а вот над качеством. Очень важно понять мудрость и истинный смысл этого поклонения. Потому что если мы думаем, что пост это только оставление еды и питья, то мы ошибаемся. Если для нас вот самое тяжелое, для многих людей сегодня самое тяжелое во время поста это не кушать и не пить, да, это воздерживаться от еды и питья, то для самых лучших членов этой уммы, то есть это были сподвижники, табигины, наши ученые, они называли в поклонении поста оставление еды и питья они называли самым легким видом поста. То есть для них это был самый первый, вот он где, самая первая лестница в этом поклонении, это воздерживание от еды и питья. Куда вот мы идем, где мы идем, да, а они уже шли вперед. Потому что пост, если ты оставляешь хлеб, если ты оставляешь воду, да, и как ученые говорят, но разговляешься мясом усопших своих братьев, то есть занимаешься гайбатом, то в какой
какой смысл, если ты оставляешь хлеб и воду, а разговляешься мясом усопших братьев? То есть именно пост каждого органа. Вот в том году, если кто помнит, кто сюда ходил, первую неделю, вот там были мои уроки, потом Салимджан Хазрата, вот мы каждый день говорили об этом. То есть, если ты постишься, должны поститься не только твой желудок, да, от еды и питья. Каждый орган твоего тела, они должны быть на посту, да. То есть все, глаза постятся, так же, как постится твой желудок. Язык, это самый сложный вид поста. Один из самых сложных видов поста. Если во время ифтара, вот в шатре, иншаллах, будем проводить ифтары, в этом году тоже спрошу, каждый год спрашиваю, да, если во время, после поста спросить у братьев, да, кто сегодня постился? Все там поднимают руки, машаллах, многие постились, да, а у кого сегодня глаза постились? Если спросить, то не все поднимают руки. А у кого сегодня язык постился? У кого сегодня желудок был на посту? Вот у всех. Никто не кушал, никто не пил. А у кого сегодня постился язык? Кто гайбетом ни один раз не занимался, ни разу не занимался, кто ни разу не обманывал, никто ни с кем не ругался, да? Это уже очень сложно. Поэтому, если ты постишься, то каждый орган твоего дела, они должны постить. И в этом смысл поста. В этом, потому что, как приводится в хадис, сборник имама Ахмада ибн Маджа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и сколько, говорит, постящихся, быть может, их посты, это только оставление еды и питья. И сколько молящихся ночью, быть может, их ночные молитвы, это только бессонные ночи. То есть человек постился, это был он просто ходил голодным. Он просто ходил голодным. Да, он там ночью выстаивал намазы, а что эти намазы? А это не что иное, как просто бессонные ночи. Он просто не спал. Да, он там стоял, но сердца, там, смиренности в этих намазах не было. Поэтому нельзя ни в коем случае превращать наши посты в голодные дни и наши ночные молитвы в только бессонные ночи. То есть это есть поклонение. И поэтому пусть Аллах даст нам возможность, иншаллах, наилучшим образом встретить этот месяц, провести этот месяц в благих делах, и чтобы мы при завершении этого месяца были чистыми от наших грехов, и, иншаллах, чтобы больше и больше приблизились к Аллаху. Иншаллах, у нас намерение есть каждый день проводить ифтары. Пока, конечно, мы вот намерение на 550-600 человек, где-то 120-130 женщин, остальные это вот в шатре мужчины будут, иншаллах. Я надеюсь, на ифтар уж будут приходить люди, там сильно призывать всех не обязательно, наверное, иншаллах придут, надеюсь. Но сегодня я посмотрел, вот перед как раз уроком посмотрел, пока не очень много у нас купленных дней, поэтому сколько я там, 6-7 дней забили, по-моему, или 8 дней. Вот пока дни еще есть, не так все еще так спешат, да, поэтому, как говорится, кто сколько может, иншаллах, мы ящик поставим. Если вот мы стандартный набор, да, стандартное меню на 600 человек, если вот у нас в будние дни мы сказали 90 тысяч, да, вот если даже не на 600, а на 550 разделить, это получается 160 рублей. 160 рублей один человек. То есть это туда входит первый суп, второе блюдо на казане, все будем готовить на казанах, да. Это фрукты, это чай, это печеньки, конфеты, то есть это 160 рублей. То есть я хочу всем дать понять, что мечеть от этого не зарабатывает. То есть даже мы в этом году утеплили палатку. В том году мы кухню сделали за сколько тысяч, да? Там 150 тысяч, по-моему. Казаны там купили. В этом году на сколько-то сотен тысяч мы еще пол утеплили, чтобы ифтары, которые братья будут проводить, это же не я провожу, это мы только посредники, которые процент свой не имеем, но иншаллах аджр будем иметь, да? То есть мы еще дополнительный теплый пол сделали в этом году. Вот сейчас запустили, да, чтобы было его гостям нашего брата, который выкупает день, да, было удобно, тепло садиться. Поэтому мы должны понимать, что мы просто услуги предоставляем.
да, и все это как бы аджр нашим братьям. Поэтому вот 160 рублей, может кто-то 10 человек купить, ну 10 человек, может 20 человек, потому что если даже дома это все делать, это намного дороже будет, поэтому Аллах уже баракат берсин. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.